Так, друзья, сгонял до избы, посмотрел весь свой арсенал. В общем, нашел тот балансир, на который я здесь именно поймал щуку. Вот такой вот желтенький, зелененький балансирчик с капелькой, с тройничком. Ратлина пока убрал и взял еще вот такую вот блесенку. Сейчас попробую сначала на балансир, потом поставлю вот эту блесну. Она тяжеленькая. И как бы в свое время тоже ловила и окуня, и пару щук на нее ловил. Попробуем сначала балансир погонять. Задача поймать ту хищницу, которая откусила мою блесенку от Мишки. Если она ее еще не выплюнула, то вернуть. Посмотрим. Посмотрим, справимся ли с этой задачей. Вряд ли вообще-то. Она же тоже в зубах-то мешает. Она будет попытается скинуть ее. Оп. Ну, с Богом. Пока ничего не получается. Видать, ратлины, балансиры — это не то. Им вертикальную блесну подавай. Ничего. Не хочет. Ну вот. Поменял балансир на вертикальную блесну. Вот такой вот. И пошел процесс. Окушок клюнул. Ну не так. Не так. Оп, нет, так. Опа! О! Вот это уже красивый. Вот такой вот. Ой, вот это уже приятно. Ну-ка, повторение будет. Оп, есть. О-хо-хо-хо-хо. Вон, друзья. Если будут такие окуня клевать, это красота. А мы тут, понимаете ли, и безопасно уже с поводком. Уже не боишься, что если ударить щука, оборвет. Оп. О, это живец. Все, процесс пошел. Живцов направо, крупняк налево. Вот такая рыбалка мне нравится. Можно так сказать, самая любимая рыбалка — это на блесну, когда ловится окунь. И есть шанс, что ударит щука. И вот ждешь этого удара. Но не так, как там получилось. Что-то я вспышку прозевал. Начал ловить без поводка на тонкую леску там, где живет щука. Минус одна блесна. Все. Стайка подошла, одного задним выдернули. Возможно, подошла щучка. Ну давай, бей. Сышь. Все. Меняем лунку. Вот здесь вот эта зубастая хищница была. Все, что ли? Стайка подошла, выдернули, и тишина. Ну ничего страшного, еще подойдут. Так, в общем, по старым лункам поклевок больше не было. Пробурил с десяток новых лунок. И вот на первой же лунке буквально
Была поклевка. Вот такого вот окушочка поймал. Вот такого вот. Я как понял, огромных стай здесь не ощущается. Окунь ходит поодиночке или парочкой. Вот там вот единственное поймал вот штук десяток с одной лунки, и все. Вон травы. Очень много травы здесь уже стало. Там на глубине главной травы нет. Здесь трава. Ну ладно. Вот теперь я не могу оторваться от этой удочки. Жерлицы сегодня у нас что-то молчат. Вот что с утра вот поймали, и все. Вчера в это время сработки были. Сегодня тишина. Может быть, щука кончилась? Так нет, вот перекусила железку одна. Блин, надо съездить до избы на Печоре, пока не стемнело. И тем более там никто еще не ездил, по-любому. Есть поваленные деревья, все это надо распиливать. Под фонариком это делать не айс. Ну надо. Так, ладно, здесь только один мусор. В общем, надо, я как понял, менять лунки. Свежие лунки, свежие поклевки. Где есть, он берет. И берет довольно-таки жадно. Заглатывает крупный тройник аж целиком в пасть. А где нет, там его нет. Ладно. Дальше буриться пока не будем. Проверяем эти лунки. И все-таки, наверное, съездим до избы. Рыбалка. А основной задачей у нас все-таки было забрать из избы все, что не забрали. Как все хорошо начиналось, все так же быстро и закончилось. В общем, рыбалка на окуня у нас не пошла. Вроде поклевки были раз-два, потом раз, потом 0. Вот. Я уже хотел было уезжать, думаю, дай-ка гляну жерлицы. Вроде бы там загар. И вот не зря, да, действительно загар есть. Вот, но нет, вымотала полностью. И сейчас мы посмотрим, что у нас тут клюнуло. Ну так вроде бы не дергает ничего. Так, а мы еще и без пешни подошли. Ёшкин ты кот. Еще и пешня у нас. Осталось там. Ну, молодцы. Черпак здесь. Будем дальше ломать черпак. Так. Это мы отдолбили. Так. Будем надеяться, что щука не крупная и пролезет это отверстие. Так. Ну что, поехали. Что у нас тут? Чем обрадует? В траву запутала. Не, никого. Что-то было и ушло. Кто-то клюнул, вымотало все. Он зубы пожевала и выплюнула.
Угу. Хитрая щука пошла. Так, друзья, выдвигаюсь к урагану уже, чтобы выехать к избушке на Печоре за вещами. И вот по пути смотрю, у нас сработочка. Молчали жерлицы. И тут сработало. До конца не вымотала. Скорее всего, ложный. Нет, крутит. Крутит, что-то есть. Что-то там есть. Но так как она уже давно сидит, смысла ждать нету. Будем пробовать. Ни крючка, ничего нету. Все осталось в корыте. Так, надеюсь, видно. Давай подсечем немножко. Опа. А зря. Зря мы поторопились. Вот как мы видим, щука была. И щука держала живца. Вот она вся порезанная. В зубах держала и не заглотила. Вот так вот. Поспешишь, людей насмешишь. Я думал, здесь она уже давным-давно, эта щука, так как не распутана. А оказалось, вон как. О. Еще взяла, что ли? Нет? Или что это было? Не понял. Походу еще брала. И опять я вытащил с пасти. Ага, вон. Блин. И живцы у нас. Придется сходить за живцами и наживить. Ну все не так. Блин, только собрался ехать и сейчас пойду туда, опять будут сработки. Ну ладно, что будет, то будет. Но жерлицу наживить надо. Обратно. Оставил корыто, чтобы не таскать туда-сюда. В итоге вышло наоборот. 2 раза пришлось сходить. Времени у нас остается уже светового где-то чуть больше часа, наверное, максимум 2. Ну, 1:30. В 3 часа у нас уже темнеет. Не знаю, если что, фонарик возьму. Разберемся. Но съездить надо. Потому что главная задача основной, цель нашей поездки, это забрать все свое барахло с избы и привезти домой. И еще одна сработочка в самом конце озера. Предпоследняя жерлица. Она сегодня у нас уже с утра срабатывала. Был сход. Вроде бы здесь же. Или там, не помню уже. Так, что у нас здесь? Вымотала полностью. Вымотала полностью. Полностью. Луночка подмерзшая. Наверное, опять ложная сработка, я так думаю. Мне почему-то так кажется. Да нет, что-то даже дергает. Это, наверное, та щучка, которая утром ушла и решила вернуться. Да, дергает что-то. Если не уйдет. Если она не уйдет, ни хрена себе вымотала. Ух ты! Ну да, она где-то и была, наверное. А шла вообще как типизлик какой-то. Ну, нормальная такая. Полкиложечка, грамм 600 может быть. Тихо, будь. Мы не сделаем тебе больно. Просто вытащим крючок, чтобы он тебе там не мешался. Вот так вот. Вытащим двойничок. Так. Кто подписан на мой телеграм-канал, уже видели мою фотографию с 5 щуками. Вот это 6-я. Енскаден.
Так, ну а этого живца закидываем по новой. Может быть, еще что-нибудь поймает. Вот так вот. Поводки все как бараний хвостик уже. Не бараний, а поросячий. Свинячий. Этот поводок точно уже надо менять. Если крупная щука попадет, может оборвать. Ну, где ты, леска? Вот. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Мы жерницы сегодня ставим. Вроде бы уже не было поклевок, вроде бы уже не было никакой надежды. А нет, вот еще поклевочка. И общий улов сегодняшний, вчерашний будет даже очень ничего. Так, ну а нам-то и надо ехать, стемнеет. Так что все, заводим урагана и едем на избу. Наконец-то выехали. Ну вот, друзья, ехали, наконец-то приехали. Если вы заметили, вот профиль, вот озеро, и вот этот профиль был полностью заросший. Ну, вот примерно вот так вот все это выглядело, не пройти, не проехать. И прошлый год мы объезжали там вот по лесу, там вот выезжали боком, контыкались. Тут все было завалено вот этими бревнами, этими кустами, деревьями. И вот потратил где-то часа 3, наверное. Заправок 5, наверное, потратил бензина. И пропилил весь профиль. Убрал. Теперь можно спокойно здесь проехать. И там тоже прочистил хорошо все за озером. Теперь наша основная задача перейти это озеро. Главное не то, что перейти, а проехать. Ну, хотя бы перейти, да, потому что таскать очень-очень немного, это будет долго и муторно. Берем песню обязательно и будем пробовать. Если мы не переедем, то это будет очень и очень плохо. Тут возле берега может быть грязь, вот не замерзшая, вот это может быть. И провалиться можно только здесь, возле берега. Если возле берега не провалимся, вот она грязь. Вот она, в принципе, дальше вроде бы лед. Не знаю, толстый, не толстый, но меня держит. Если меня держит, по идее, урагана должен держать. Хотел взять ледобур, чтобы просверлить. Но что-то не взял. Так, пешком мы уже вроде как проходим. Стоит один раз проехать, и потом оно все промерзнет, это все. Вон,
наледь. В принципе, пока не глубокая. О, тут что? В принципе, должен проехать. Если выдерживает человека, то, в принципе, урагана должен выдержать. Вот это недавно еще озеро, буквально месяц назад было открыто. Месяц назад мы здесь жили в избушке, ждали перелета северной утки. Зима подкралась неожиданно и резко, а потом все потеплело и обратно все отпустило. Вот самое опасное — это вот выход и заход с берега и на берег, потому что тут не лед, тут трясина, вон. Как бы опасно. Вот она, сама опасность. Где? Вот тут болотина, трясина, лед-то замерзший. А если сюда врюхаться... Ой, о, провалился. Вон. Вот самые опасные, где можно провалиться на урагане. Вон трясина. И здесь снежного покрова недостаточно, чтобы проехать верхом. Крутота! Можно, конечно, попробовать ходом по снегу там проехать. Выехать я выеду. А как заехать, хрен не узнает. Вот, дальше все. Так, ну что, друзья, что бы вы сделали на моем месте? Перетаскивали все бы вручную или попробовали бы выехать? Я так думаю, риск — благородное дело. Попробуем выехать. Выехать-то мы точно выедем, наверное, со льда. А вот сюда можно врюхаться, наверное. Ладно. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорят. Попробуем. Ну, с Богом. Господи, помоги. Сюда проехали. Главное теперь проехать обратно. Блин, чуть-чуть не вписался. Темнеет, темнеет. Так, давайте пока совсем не стемнело, посмотрим нашу Печору. Печору, матушку нашу. Посмотрим. Так, сюда мы перебрались. Сейчас главное проехать обратно. Идет еще Печора. Идет, сопротивляется. Вот это профиль тоже был полностью заросший. Вот такой чепыжник был. Тоже все пропилил, прочистил. Теперь можно, если помните, 3 года назад вырыл этот котлован. Вот следы.
Лисий, что ли. Вот так вот. Ровно неделю назад мы здесь проезжали еще на лодке с мотором. Я говорил вам, вон какие забереги, туда-сюда. Проезжаем нашу избушку. Как мы видим, курья вся замерзшая. Забереги большие. И вон к избе уже не подъехать. Метров 50, наверное, забереги. Так что, если, дай бог, все получится нормально, мы к этой избушке скоро с Иваном Григорьевичем, послезавтра, наверное, попробуем добраться на снегоходе, на нашем урагане. Вон. Забереги просто огромные. Вот тут вот, по идее, на заберегах можно уже вовсю ловить налима. И он ловиться будет. А так Печора вон идет полным ходом еще. При желании аккуратно даже можно проехать, думаю, на лодке. Вот. Ну все, пока не стемнело. Едем в избу, собираем манатки и выдвигаемся обратно. Блин, пеньки везде. Надо будет эти пеньки пилить, наверное. Ну вот. Приехали. Приехали. Надеюсь, я фонарик не забыл. Нет, не должен. О! Дёрочка, леска. Пакеты, шмакеты, короб мой. Продукт. О, хлебушек еще. Целая булка. Яйца замерзли по-любому, наверное. Мука, шмука. Продуктов хоть соли. Можно жить долго и счастливо. Так, с этим ладно. Разберемся. Ну, здравствуй, избушечка. Уезжал ненадолго. А так получилось, что надолго. Мышки уже орудуют. Мыло жрут. Как кроме мыла, как будто бы жрать нечего. Вон мой тигр. Штаны мои, фонарик мой. Так, ну что, тигра, как поживаешь? Нормально? Не скучно тебе здесь? Одноглазый Джо. Ладно, весной увидимся. Ну все. Собираем манатки и уезжаем обратно. Штатив мой. О! Нитки, веревки. Ладно, будем собираться. Главное ничего не забыть. Ну, вроде бы все собрали. Что хотели. Подушку повесил на всякий случай. Случаи бывают разные. Ну, до свидания, избушечка.
Мы, наверное, прощаемся до весны. Первый лед здесь не получилось пожить. Пожили в другой избушке. Можно бы, конечно, было бы на Царское озеро съездить еще, но, наверное, уже не будем. Оставим до весны. Весной увидимся, весной встретимся, весной будем рыбачить. Не по первому, так по последнему льду. Все. Все убрали, дрова есть для растопки. Тут вот сушняк еще. Ну и вот, ни много ни мало получилось у нас. Все, до свидания, избушечка. Вот, толкачи, ведро, пила, ствол. Вон посуда. Все это полные сани стали. Надеюсь, не потеряю ничего. И здесь вот у нас тоже битком все набито. Вот такая вот картина Репина. Не знаю, как я это все буду вести. У меня там еще есть. Постараемся. Ну все, теперь главное выехать, проехать через озеро. И дай бог доехать до избушки. Что-то я сегодня домой уже не хочу. Наверное, переночуем. Устал я что-то. Так. Сейчас главное здесь не рюхнуться возле берега. Так. Ну, с Богом. Вроде проехали. Сейчас главное там подняться еще. Давай. Ой, какой Генка молодец, что просеку здесь пропилил. Ой, давай, красота. 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 Прошлый здесь по буеракам, блин, ездили. Прошлый год. А сейчас все красиво, хорошо. Вот так вот. Ну, теперь, надеюсь, доедем. Так, ничего не потеряли. Вроде все на месте. Поехали потихоньку, с Богом. Ураганчик мой, неси меня в избу. Так, ну что, приехал я на наше озеро, прошелся с фонариком по жерлицам, ни одной сработки, ни одного загара. В общем, подводим итоги за сегодняшний день. Это у нас 3 небольшие щучки, 3 щуки нормальные, всего 6 и 6 вот таких вот окуней, вот даже больше ладошки получается, немного. И немножко еще живцов окуней вот сюда накидал тоже. Ну, неплохой улов. Вчера было вроде бы 10, сегодня 6. Завтра, не знаю, посмотрим. В общем, решили остаться в избе, потому что если я сейчас начну собирать жерлицы, будет ночь, потом еще ехать. Завтра с утра, утро, вечера мудренее. Проснемся и будем собирать. Все. Ну а теперь полным ходом пошли в избу, готовить ужин и ужинать. Продукты на сегодняшний день закончились. У меня оставалось из припасов, в принципе, рассчитывал на 2 ночи. У меня оставался кусок сала в рюкзаке, сейчас его даже не занес. Вот полбулки хлеба и все. А теперь смотрите, у меня, во-первых, булка хлеба белого. В холодильнике он даже не испортился. Сгущенное молоко. На завтра вот консерва. Это картошка с мясом. Сам делал в автоклаве консервы. Так, что дальше? Гречка вот. Отваривается гречка. Здесь варится гречка, 2 пакетика. И 5 яиц. 5 яиц.
Вот. Они даже в холодильнике не замерзли. В холодильнике они не замерзли. Нормально. За месяц они даже ни капельки не испортились. Вот, так что у нас сегодня будет еще шикарный ужин. Отварим гречку, пожарим яйца. И сегодня этого будет достаточно. А завтра картошечка будет с мясом с утра. Так что живем. Ну вот и все готово. Ужин готов. Как говорится, каша из топора. Что нашли в нашем холодильнике в избе, то и приготовили. Жареная яичница, гречка вон. А у меня вот еще что есть. Последнее из припасов. Это щековина копчено-вареная. Наша зеленецкая. Сейчас мы тоже, пожалуй, кусманчик отрежем. Кусманчик, кусочек щековинки. Так. Будем резать по мере уничтожения. Ну и, конечно же, рыбацкий напиток. Мы сегодня это заслужили. Вот хорошо брать с запасом. Вдруг гости, вдруг туда-сюда. Вот гости были. Приходил хозяин избы. Вчера вот посидели немножко. Маханули. Так, вам наливать? Стопки вот такие вот у нас. Грамм по 30, наверное. Так они большие, где-то, наверное, грамм по 100. 30-35 грамм примерно. Вот, понемножку, не спеша. Сегодня что-то я подустал капитально. Раньше встал. Целый день что-то на ногах. Ну что. Подводим итоги сегодняшнего дня. Рыба или кончилась здесь, в этом озере, что маловероятно, то ли перестала брать. Вчера в течение дня срабатывали жерлицы, сегодня они с утра немножко загорались, потом перестали. Жалко, блесну сегодня откусила щука у Мишки. Ничего страшного. Может быть, завтра попадется. Завтра все. Точно. Сворачиваем удочки. И на этом, наверное, первый лед будем считать закрытым. На озерах точно. Потому что вы сегодня сами видели, какое состояние реки Печоры. И пора выходить. Если не на лед Печоры, то на лед за берегов Печоры. И пора уже начинать ловить налима. Чем мы скоро и займемся. Где-то, наверное, так, завтра, послезавтра, дня через 3-4, я так думаю, точно мы займемся рыбалкой на налима. Скорее всего, когда вы смотрите этот ролик, я уже ловлю налима. Так что это вам, это нам. Будем здоровы. Ой, не стало. Ну ладно, выпьем, потом скажу. Не стал я пробовать сегодня на Рыбацком озере, ой, на Царском озере. Умеют наши зеленецкие делать сало. Мягонькое, копченое, во рту тает, просто прелесть. Раньше товары зеленецкой фабрики покупали в Ухте. Иногда некоторые коммерсанты привозили. В этом году в нашем поселке официально открылся магазин птицефабрики Зеленецкая. Там не только птицы, там все. Вкусная, качественная продукция. Мне нравится. Я говорю, не стал я сегодня заморачиваться. Можно было поставить жерлицы на Царском озере, но
это затянет. Не дай бог, что там попадет щука, 2. Это я опять здесь сниму, туда поставлю. Можно, да. Можно половить щуку, но это надо было делать немного раньше. И говорю, все. Половили немножко. Открыли первый лед. Хорош. Дальше будем рыбачить на Печоре. Ну, потом уже после Нового года, возможно, и лесные речки пойдут. Как-то вот так. Все хорошо. Сегодня опять же позавтракал, опять же поужинаем. Включу музыку на телефоне. И лягу отдыхать. Сегодня у меня в своем родном спальном мешке буду сегодня спать. Привез с избы. Сейчас немножко подсохнет, а то он как бы влагу взял. То, что изба не топлена была. И в спальнике можно спать комфортно, а то так без спальника все равно что-то не то. По крайней мере, что запланировали сегодня, все получилось, все сделали. Не удалось половить на удочку, потому что вы сами видели, на тонкую леску, на Мишкину блесну Пантелея окунь клевал как из пулемета, одного за одним. Как щука откусила, поставил на плетенку с поводком, уже не то пальто. Поклевало, но уже не так. А без поводка что-то мне жалковато блесна вот эти терять. Сегодняшнюю тоже жалко. Она толком-то половить еще не успела. Вот. Ну что терять время? Давайте прощаться. Сегодняшний день позади. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.